На фасаде этого современного здания в центре Вашингтона высечены 45 слов из первой поправки к Конституции США, которая гарантирует американцам свободу слова и самовыражения. А чуть ниже на афише еще 3 буквы, ассоциирующиеся у граждан не только с защитой прав и свобод, но порой и с лишением свободы. Эти буквы – ФБР. Экспозиции, посвященной наиболее громким делам Федерального бюро расследования, музеем отвел целый этаж. Казалось бы, что может связывать суровых сыщиков со свободолюбивыми журналистами? Да примерно то же, что ежедневно привлекает миллионы американцев к экранам и газетным киоскам. Скандалы, интриги, расследования. Пресса и правоохранители – давнишний тандем, благодаря которому криминальные сводки давно стали частью круглосуточного реалити-шоу. В данной экспозиции представлены примеры того, как средства массовой информации помогали ФБР в раскрытии преступлений и в освещении громких дел. Есть, конечно, и примеры того, как чрезмерная публичность мешала расследованию, а порой и бросала тень на ни в чем не повинных людей. На стендах документы и вещдоки самых громких преступлений последнего времени. Здесь и оружие крупнейшего гангстера 30-х Джона Диллинджера, и начиненные взрывчаткой ботинки авиатеррориста Ричарда Рейда, и двигатель самолета, который врезался в здание Всемирного торгового центра, и хижина Теодора Качинского, вошедшего в историю как унабомбер. Оказывается, унабомбер жил в нашем штате, всего в 200 милях от моего города. В Монтане вообще-то много отшельников, которые живут вот так уединенно в горах, поэтому неудивительно, что его так долго не могли найти. Впрочем, знакомые лица на выставке могут увидеть не только гости из Монтаны, но и туристы из России. С экранов и стендов экспозиции на нас смотрит роковая шатенка Анна Кущенко-Чапман, работавшая на российскую разведку. Житель Анапы Евгений Богачев, очистивший счета американцев на сотни миллионов долларов. Чеченский беженец Джохар Царнаев, организовавший теракт на бостонском марафоне. К сожалению, тема терроризма сегодня не сходит с первых полос газет, как и совершенно новое явление – киберпреступность. В эру гангстеров правоохранители отслеживали злоумышленников по отпечаткам пальцев. Сегодня ФБР вычисляет их по электронным следам, оставляемым на веб-сайтах и персональных аккаунтах людей, живущих за сотни и тысячи миль от них. Экспозиция была открыта в 2008 году, однако желающих познакомиться с секретными материалами было столько, что очень скоро экспонаты было просто негде размещать. Поэтому зал пришлось в прошлом году закрыть на реконструкцию. По признанию самих организаторов, это всего лишь вершина айсберга того, чем располагают архивы ФБР. Так что выставка, скорее всего, будет только расширяться. Алис Кругляков, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон.